Покуда Колизей неколебим, Великий Рим стоит неколебимо. Но рухнет Колизей, и рухнет Рим. И рухнет мир, когда не станет Рима. Джордж Байрон. Рыбнослободский район, деревня Большая Елга, известна с периода Казанского ханства. Первое упоминание 1879 год, год постройки мечети в деревне. Второе упоминание спустя 140 лет, начало 2019 год, когда стало окончательно ясно, что мечеть переживет нас с вами. А вы так вот сразу на глаз, вы сразу видите? Точно сразу видите? Ну, не все, не всегда, но кое-что вижу. Это моя профессия. Александр Попов, архитектор-реставратор из Вологодской области, один из лучших и вообще немногих специалистов в стране по деревянному зодчеству. Работал в Норвегии, США, на русском севере. И дом его, по большому счету, всегда там, где работа. Сегодня это Татарстан и вот это полуторавековое здание, мечеть, очередной вызов мастеру. Его зовут только тогда, когда приходит черед умирать и всякой надежде, когда уже никакие средства не спасают. Ну вот это лестница, по которой мы поднимаемся на чердак. И вся конструкция как раз здесь на чердаке. Ну, вот сразу видно, где мы находимся. Да, сначала не было понятно. Вот видно, что это вот как раз укосины, которые держат минарет. То есть вот минарет довольно-таки высокий, и у него есть ветровые нагрузки. Эти искусственные ноги, костыли, уже из 20 века спасли в свое время от обрушения и минарет, и крышу, и все здание как памятник таким образом. И, в общем, для 20 века это был подвиг. Минарет на зернохранилище не обязательно. Но человек бессилен против времени. Это же все сгнило, вот это все гнилое, вот, видите? А все может произойти каким образом? Вот, условно говоря, будет в ту сторону ветер, вот, да, и достаточно. Порыв, и за ним второй порыв. И жители деревни смотрят на храм, думают, нормально, еще 100 лет простоит, и в одну прекрасную ночь они просыпаются утром, Да, а собственно так все и происходит. Вот, собственно так все и памятники гибнут. Да. А теперь вообразите сложность задачи для реставратора. Если минарет и крышу еще как-то можно разобрать, перебрать, укрепить и на место водрузить, то как добраться до последнего гнилого бревнышка у основания здания? Ну что, все разбирать? Представьте, да. Поэтому он здесь. Немыслимо, но здание целиком будет разобрано. Каждая деталь его будет помечена, пронумерована, каждая отправлена на колесах в Вологодскую область, где в течение этого года мастера-реставраторы будут решать, что ценно, а что нет, что станет новоделом, какими материалами, какими инструментами работать. Если мечеть из елки, значит будет елка. Если 19 век, значит только инструменты того времени. И вот к концу только этого года памятник вернется. На тех же фурах, в том же разобранном виде и заново будет собран. И будет это памятник, обновленный, но не изуродованный дилетантами от архитектуры. И то, что мы слышим и видим сегодня в Большой Елге, событие историческое со всех точек зрения. Ведь это начало большого пути. Деньги, кстати, частные, и имя мецената не разглашается. А ведь речь идет почти о 20 миллионах рублей. Для меня, конечно, большая неожиданность, то, что вот мне предложили вот работать в Татарстане, какие-то такие условия сделали. Это, конечно, для меня была неожиданность, потому что в последние годы практически нормальной возможности для работы практически никакой не было. Вы имеете в виду страну в целом? Страна в целом, конечно. Если мы с вами в Большой Елге говорили о том, что мечеть находится в аварийном состоянии, то я не знаю, вот смотря на это, о каком состоянии может идти речь? О катастрофическом? Так? Да, еще немного, вот, и все это рухнуло. Когда мы делали обмеры, вот эта стена была целая, вот выпала этот самый, поэтому движение такое идет.
здесь может возникнуть на фоне вот этих стен впечатление, что мы находимся в такой типичной каменной церкви, но давайте покажем, как она выглядит снаружи, да? Это деревянный храм. Это как раз по вашей части. Ну, я даже вот не знаю, что здесь именно по вашей части, что здесь можно, по-вашему, сохранить? Все, что осталось, все сохранить. От деревянной церкви в селе Архангельское Клярье Камско-Устинского района осталось куда меньше, чем от мечети в Большой Елге. Она и постарше. Церкви 262 года. Это самый старый, если не считать Троицкой церкви в Свияжске, деревянный храм, построенный в Татарстане. За него также возьмется знакомый нам с вами реставратор. Реаниматор, скорее в этом-то случае. И все эти картинки давно не удивительны. Каждый из нас повидал с десяток подобных руин. Все это трогает любого. Верующий вы или неверующий, для нормального человека древняя культура все равно святыня, и все мы верим в бессмертной ценности. Какова должна быть ценность вот этого здания в будущем? Просто восстанавливать церковь? Просто для богослужения? В деревне здесь постоянно проживают 11 человек. Так себе приход. Делать что-то большее? Но что? Александр Попов называет эту идею второй нефтью для Татарстана. Именно здесь можно было бы разместить этнографический музей под открытым небом. Не повсеместную имитацию, а реальные исторические памятники вокруг обновленной церкви. Здесь же может быть создан и учебный образовательный центр деревянного зодчества, которого пока просто нет в России. Он один мог бы приносить колоссальные прибыли, если уж говорить и об этом тоже. И вот такой храм религии и науки, действительно будет способен спасти не только это село. Вы египетские пирамиды не перевозите там, где вам удобнее? Ну, смысл пирамид? Уж давно, так сказать, прошел. Не культовый, да? Да, однако, тем не менее, мы туда приезжаем, смотрим со всего мира. У нас памятников в таком состоянии море. То есть мы можем приглашать сюда студентов из других стран, которые могут здесь учиться. Мне кажется, это настолько все очевидно. Вот. Но воля нужна. Постараться найти меценатов, постараться создать что-то действительно стоящее, постараться увидеть, наконец, лес за деревьями. Вот чем будут заниматься в ближайшие годы в республике. Спасение этих двух храмов, после которых будут и другие, и не только храмы, но и дома, мельницы, усадьбы, школы. Спасение этих двух – это глубинная переоценка ценностей. Духовность – это странствие вне религиозных или научных границ. Мы пойдем за теми, кто ищет эту правду. Мы будем бежать от тех, кто ее нашел. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней.